Обнародованы первые результаты исследований костных останков, обнаруженных в прошлом году на территории башенного комплекса Цори. Вердикт – ингуши автохтоны Северного Кавказа. На месте обрушения основания стены одного из средневековых наземных склепов были также обнаружены мужские и женские головные уборы, музыкальные инструменты. О связи прошлого с настоящим специальный репортаж Луизы Нальгиевой. Старинная ингушская мелодия «Даймох» на характерном древнем национальном инструменте дахчын-пандыр в исполнении Абдулгафура Аушева звучит особенно. 2,5 года ученик Карабулакской музыкальной школы осваивал инструмент. Теперь в его исполнении звучат известные ингушские мелодии. Не иначе, как любовь к национальной культуре и завет дедушки повлияли на его выбор, объясняет Абдулгафур. Я выбрал этот инструмент, потому что он наш древний, исконный ингушский инструмент. И, во-вторых, мне захотелось продолжить дело своих предков. Талантливого мальчика заметили сотрудники историко-географического общества Дзурдзуки и пригласили для обучения игры на национальных инструментах. Эту группу Дзурдзуки включили в большой музыкальный проект «Или», куда также войдут изучение изданий музыкального атласа для возрождения национальных инструментов. В их числе и атхек-пандыр – своеобразная большая скрипка. Атхек-пандыр – это один из самых главных инструментов в нашей культуре. Изготавливался он из различных пород дерева, но в основном использовалась дикая груша. Имеет 4 струны. Иногда бывали и 3-струнные атхек-пандыры. К счастью, у нас был Митрофанов, который зафиксировал точно его строение, благодаря чему мы все-таки сумели его восстановить. И самый интересный факт – это то, что каждая девушка брала его в приданое, в подарок мужчине нового рода. 1928 год. Царинец с музыкальным инструментом в руках во время экспедиции ученого-археолога, этнографа и историка Леонида Семенова в Ингушетию. На фотографии был запечатлен житель горной части. Это особенно ценный экземпляр в числе других инструментов, скопированный с фотографии искусным грузинским мастером Русланом Шония. Мы загорелись желанием воссоздать атхек-пандыр просто для того, чтобы услышать те звуки, которые слышали наши предки, и каким образом они слышали. Берснах Газиков привез очень много интересного материала, где вот этот вот атхек-пандыр, он в различных вариациях, в разных селениях зафиксирован. Обратите внимание, у каждого определенный размер инструмента, где-то 4-струнная, где-то 3-струнная, это скрипка. Были даже иногда 2-струнные, но это редко. Руслан Шония сделал этот инструмент, и когда он его завершил, то есть он отказался у нас брать плату, деньги, и сказал, что это будет вклад в культуру ингушей. Цори оказался своего рода проводником ингушской культуры через века. После обрушения склепа современникам предстали исторические находки мирового значения. В число воссозданных самобытных музыкальных инструментов войдет и этот архаичный, древний дахчын-пандыр, который нашли в склепе, отличающийся уникальным рисунком от предыдущих. Это не первая подобная находка. В разные годы на территории Ингушетии уже находили древние предметы культуры, и каждый по-своему оригинален, что говорит о богатом творческом наследии ингушского народа. Сейчас работает над созданием копий и реставрацией национального инструмента для совместной научной работы сотрудников историко-географического общества и музея краеведения. Этот музыкальный инструмент предстоит реставрация и сохранение вот этого поверхностного слоя, чтобы не было дальнейших разрушений. Ушедший год для музея стал богатым в плане пополнения артефактами. В зале археологии по соседству с национальным ингушским музыкальным инструментом расположились подлинные украшения, являющиеся исключительно ингушскими предметами женских головных уборов, которые не встречаются ни у одного другого народа Северного Кавказа. Это отмечали в своих исследованиях еще Клопрот, Генка, Семенов, Крупнов. Всего в Цори было обнаружено 11 курхарсов разной степени сохранности. Сейчас их готовят к реставрации. Они 3-4-слойные, то есть на войлок нашивается бязевая ткань, потом на бязевую ткань делается натяжка из шелка, например. А уникальность этих головных уборов говорит и вот насколько искусные мастерицы были в тот период, какими тканями они пользовались, какими технологиями они пользовались. Шелк, парча, они все проходили по территории шелкового пути. Этот путь пролегал через горную местность.
Говоря о шелковом пути, в склепах были обнаружены, кроме предметов вооружения, быта, музыкальных инструментов и монеты, чеканки времен правления Мурада III, внука султана Сулеймана Великолепного. Это позволяет в очередной раз удостовериться в том, что Ингушетия являлась частью маршрута Великого шелкового пути. После обрушения древней усыпальницы склеп в Цоре стал центром притяжения ученых. Человеческие останки изучают сотрудники Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая. Эксперты отмечают, что население по ряду признаков является очень древним и восходит популяциям, жившим на Кавказе еще в бронзовом веке, что еще раз подчеркивает, что ингуши являются аборигенами Кавказа. Вот это вот население, это очень древнее население Кавказа. Автохтонное, как мы говорим, население. Вот этот вот тип исходный, еще с эпохи бронзы, вот именно у этих людей сохранился. Во время антропологических исследований были определены полувозрастные характеристики погребений, проведены краниологические и одонтологические анализы. И вновь ученым представилась удивительная картина. Редчайший в археологии факт. Здоровые и ровные зубы у останков стали подтверждением того, что в древности ингуши уделяли особое внимание гигиене полости рта. До сих пор в народе есть своеобразные способы борьбы с кариесом и другими болезнями. Например, разжевывание толики поваренной соли после приема пищи, чистка зубов золой и другие народные средства, которые ранее передавались из поколения в поколение. Но в последние годы, к сожалению, наши современники не применяют. Конечно же, была, видимо, на довольно высоком уровне гигиена полости рта. Вот, и мы выяснили о некоторых традициях, о некоторых приемах, которые ингушей были приняты, как вот за полостью рта надо было ухаживать после приема пищи. Работу ученые продолжат. Материал объемный, требующий кропотливых исследований, но уже можно говорить о некоторых предварительных итогах. Исходя из данных краниологии, изученные нами материалы показывают то, что вот средневековое население этой территории являлось предками современных ингушей. И все закономерно, все логично. Сейчас московские ученые вместе с коллегами из Ингушетии готовят научные статьи, которые планируют опубликовать в российских и международных научных журналах. В их числе объемная монография на тему «Антропология средневековой Ингушетии». В научном труде археологический раздел будет представлен ингушскими археологами, а раздел антропологии составит сведения и результаты исследований сотрудников Института этнологии и антропологии. Как отмечал мой коллега Сергей Юрьевич, сегодня Ингушетия выгодно отличается тем, что здесь наиболее всего изучена антропология средневекового населения. Да, в данном случае горная Ингушетия, но наша выборка, она самая представительная здесь на территории Северного Кавказа, что позволяет нам делать хорошие выводы и, имея наличие такую хорошую статистику, хорошую многочисленную выборку, мы можем уже сделать наблюдения и обобщающие выводы. То, что ингуши, аборигены Кавказа, которых в древности называли галгареями, дзурзуками, кавкасионами, подтверждается трудами Плиния, Страбона, Моисея Харенского, а в последующем исследованиями кавказоведов XIX и XX веков. Сегодня история ингушского народа постепенно восстанавливается. Наши предки как будто бы знали, что их потомки в разные годы столкнутся с тяжкими испытаниями и оставили наследие, которое помогает сегодняшнему поколению не только восстанавливать историю, но и справедливость. Луиза Нальгиева, Муса Ильясов, Ильяс Плиев, Мадина Марзиева. Вести, Ингушетия.